Детские лица такие интересные. Разглядываешь, невольно улыбаешься. Все в них дышит счастьем. Цветы жизни. Точно подобранная мысль. В глазах такая невинность и беззащитность. Это не пафос и не философия. Мы взрослые в ответе за их детство. За образование, за воспитание, за здоровье, за то, какими они вырастут. Детское здравоохранение в нашей стране. Возможности нашей медицины, чтобы наши дети росли здоровыми. Программа Агойсра в поисках объективного взгляда на эту важную тему. Как организовано детское здравоохранение в нашей стране, как работают наши больницы, поликлиники, есть ли специальности, необходимые для лечения детей. Вот об этом очень хочется поговорить в эфире. Да, учитывая, как мы корпеем за подрастающие чада, действительно, это острый вопрос. Мы сегодня пригласили главного педиатра нашей республики. Пойдем побеседуем с ней. Я думаю, она нам сможет разъяснить определенные моменты. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Абухбада Фиратовна, главный педиатр нашей республики, по совместительству главный врач детской поликлиники города Сухум. Ада Фиратовна, диалог может быть получиться не совсем приятным и для вас, и для нас, но хотелось бы до людей донести основные проблемы, которые у нас сегодня возникли остро. Я только что вернулась с Конгресса педиатров России, который проходил в Москве, где обсуждались актуальные вопросы педиатрии. В рамках этого конгресса я встречалась с главным педиатром России, профессором Барановым, после предварительной договоренности от Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В личной беседе мы обговорили два важных вопроса, как я считаю, на сегодняшний день. Это вопрос организации выездного цикла курсов повышения квалификации докторов с ведущих клиник Москвы сюда к нам в Абхазию. И второй вопрос – это подготовка кадров врача палаты интенсивной терапии и реанимации там на рабочем месте у профессора Баранова. Ну, раз вы сказали, вот вопрос кадров, насколько он актуален сейчас в детской службе, каких специальностей вам не хватает и как можно решать этот вопрос? Если говорить о кадрах в педиатрии, то, конечно, и общее количество педиатров у нас не хватает. Если в Сухумской детской поликлинике этот вопрос, в принципе, решен почти полностью, у нас есть и достаточное количество участковых педиатров, у нас есть и узкие специалисты, мы ведем полный охват диспансерным наблюдением декретированных возрастов, как положено по протоколу, то в районах, конечно, ситуация намного сложнее. Есть районы, огромные, большие районы, такие как, например, Чимчирский район, Кварчал, где один всего педиатр. Город как на ладони. Очень красивый фон за моей спиной. И вряд ли телезритель догадается, что это за съемочная площадка. Здесь расположено медицинское учреждение. Важное из важных. Единственная в нашей стране детская республиканская больница. Здесь никогда не закрываются двери. Именно сюда привозят детей в экстренных ситуациях. Какую помощь могут оказать и не оказать в детской больнице? Об объективных и необъективных причинах расскажем сейчас. Можно к вам? Здравствуйте. Мы прибыли. Программа Агойсра. Обход больницы начинаем с 6-го этажа. Здесь расположен операционный блок. За прошлый год в Республиканской детской больнице было проведено 348 операций. Какого рода эти операции? В основном что? Самые разнообразные. На костях, на брюшной полости, на грудной полости, на сосудах. Ну, буквально все. Сколько хирургов в больнице? 6 хирургов. Это достаточно? Этого достаточно. Операционный блок в сравнении с другими отделениями выглядит лучше. Но стены давно устарели и оборудование времен Советского Союза. Однако, по словам главного врача, пока работает, не подводит. Но за рамки срока эксплуатации вышло давно. Это вообще как будто 19 века оборудование выглядит так. Ну, я думаю, он немного моложе меня, может быть. Но он работает, он четко исполняет свои функции. Мы поддерживаем его жизнедеятельность тем, что
ну, там, запчасти. А что вообще это такое? Это автоклав. Это инструменты, которыми мы оперируем, стерилизуются в его чреве. Второй этап выхаживания так обычно называют малышей, которым нужна медицинская помощь в возрасте 2 недель после рождения. На 4-м этаже расположено отделение для самых маленьких. И иногда врачи принимают младенцев для второго этапа выхаживания. Но здесь нет никаких условий. Это вынужденная мера, говорит главврач. 1 анестезиолог и 1 реаниматолог. Ну, и благо этот человек всегда безотказный, живет он рядом, и всегда при любом кличе он здесь через 10 минут. В больнице круглосуточное дежурство детских врачей, но нет узких специалистов. Вахтанг Владимирович вспоминает, как в советское время решался этот вопрос. Вообще все, кто заканчивал в советское время вузы, они обязаны были отработать 2 или 3 года по направлению и лишь тогда получить диплом. Это же очень удобная штука была бы для нас. На 1-м этаже при входе висит объявление, что на первые 3 дня нахождения больного в стационаре больница выдает лекарства бесплатно. Однако покрыть все лечение государство не в силах. И тут же у меня возникает другой актуальный вопрос. Какая зарплата у врача, у медсестры, Конечно, чтобы прожить на целый месяц на зарплату? Невозможно прожить. Первое, что бросается в глаза, это обветшалость, необустроенность. Со стен сыпется песок, кое-где выползает плесень. Эти картины не нуждаются в комментариях. Хоча больница сям зропи паш дзуманьем седро кошку узартуми узарком басчхилаю. Я слове укламаться на самом деле. Конечно же, я адресую вопрос Вахтангу Владимировичу. Ожидается ли ремонт в детской республиканской больнице? На последнем совещании зачитали список тех медицинских объектов, которые будут ремонтироваться теперь уже в этом году и дальше, и я не услышал детской больницы. На мой вопрос, в чем дело, министр тут же мне ответил: нет, Вахтанг Владимирович, детская больница на особом контроле у президента, мы с ним говорили, и это будет делаться просто отдельной статьей. В одном из отделений мы встречаем молодого врача. Как выяснилось, хирург. Приехал из Донецка и уже с сентября месяца работает в детской больнице. Очень хороший дружный коллектив, и специалисты здесь на уровне, поэтому очень нравится работать. Диагностической базой тоже больница похвалиться не может. 1 аппарат УЗИ и лаборатория, которая работает круглосуточно. Это современно, это немецкое все, но дорогое удовольствие, как говорится. Все расходное, весь расходный материал очень дорогой. В самом начале наших съемок главврач детской больницы сказал такую фразу. В конце нашей беседы вы заметите, что у нас почти ничего нет. И завершая съемки, мы с оператором, я надеюсь, и наши телезрители поняли, о чем шла речь. Наверное, несколько нечестно задавать вам вопрос, что касается нашей детской республиканской больницы. Расскажите, чего хватает, чего не хватает? То, что касается республиканской детской больницы, то проблем там достаточно много. Более чем. Это и касательно кадров. У нас не хватает элементарно врача интенсивной палаты терапии. У нас не хватает врачей-анестезиологов. Телевизор сейчас смотрят люди, которые сталкиваются каждый день с этими проблемами. После падения ребенка нужно обратиться в детскую больницу, потом поволочь ребенка с симптомами сотрясения в другой стационар, где есть краниография, то есть элементарные какие-то моменты. Конечно, но неоднократно на коллегиях в Минздраве поднимался этот вопрос. Это в поле зрения министра, и все эти вопросы он в курсе, все это. Но это движется. Конечно. Еще одно лечебное учреждение, где восстанавливают свое здоровье дети в случае инфекционных заболеваний – детское отделение городской инфекционной больницы. 8 палат на 30 коек-мест. Однако летом в сезон кишечных инфекционных заболеваний здесь принимают в 2 раза больше. Обычная палата в детском отделении инфекционной больницы. Она должна выглядеть совершенно по-другому. Боксы здесь обязательны. Однако это не единственная проблема Сухумской городской инфекционной больницы. В отделении
всего один детский врач-инфекционист, она же и возглавляет отделение. В день наших съемок здесь не оказалось пациентов. Но летом, во время вспышек инфекции, здесь совсем другая картина. В этом коридоре суета, все палаты переполнены. Медперсонал работает круглые сутки без передышки. В таких ситуациях на помощь приходят врачи-инфекционисты взрослого отделения. Коих тоже немного. Надо отметить, что весь медперсонал – это женщины. На плечах этих хрупких женщин держится вся работа инфекционной больницы. У нас, по крайней мере, есть все препараты, которые нам выдает Горздрав. С этим у нас нет никаких проблем. Можно это посмотреть? Можем, конечно. Из видов диагностики здесь только лаборатория для клинических анализов. Болезненный вопрос для Мадины Бутба. Нам нужен УЗИ аппарат, нам нужен рентген аппарат. Это самое необходимое, которое надо. Скоро лето, и, конечно же, врачи ожидают вспышку инфекционных заболеваний, но надеются на Министерство здравоохранения, где пообещали на лето пригласить в Абхазию детских инфекционистов из России. В коридоре встречаем главного врача городской инфекционной больницы Астанду Зантаря и не можем не спросить о судьбе больницы. Инфекционная больница должна выглядеть совершенно по-другому. Что-то будет меняться в ближайшее время, Астанда Степановна? Но в комплексный план по ремонту лечебных учреждений мы не вошли, поэтому в ближайшее время ремонта не будет. Конечно, мы не соответствуем нормативам. Приходится так пока работать. Стараемся, конечно, чтобы потоки с разными нозологическими заболеваниями, чтобы они не совпадали. Стараемся как-то их разграничить, насколько это возможно. Слава богу, пока не было такого, чтобы у нас была внутрибольничная инфекция, чтобы, придя с одним заболеванием, столкнувшись с другим больным, чтобы они заразились. Вторая наша большая проблема – это отсутствие детских инфекционистов. И, конечно, очень низкая база оснащенности инфекционной больницы. У нас есть ли в стране неонатологическая служба? У нас, если говорить в общем по республике, 8 неонатологов. Это начиная и в Гагринской ЦРБ. Есть 2 неонатолога, 1 неонатолог в Гудаутской ЦРБ. 8 в родильном доме Сухумском и по одному. Когда мы говорим неонатологи, это люди, которые имеют специальное образование. Они специально, да, есть курсы повышения квалификации по неонатологии, они прошли, и они работают в родильных отделениях. Рождаемость. За предыдущий год у нас родилось 2300 детей. Но дефицита у нас нет. Нет, я бы так не сказала. Да. То есть рождаемость превышает смертность. У нас демографическая ситуация очень сложная. Значит, мы все-таки в кризисе. Да, каждая абхазская семья должна иметь не менее 3 детей, чтобы был какой-то положительная динамика. В нашей стране есть дети, которые получают медицинскую помощь вне Абхазии, и их немало. Наше детское здравоохранение не в состоянии им помочь. Это дети с тяжелым диагнозом. Часть из них сейчас подопечные культурно-благотворительного фонда «Ашана». Акция «Спасем жизнь вместе» стартовала в декабре 2011 года. И вот уже 4-й год акция успешно продолжается и будет продолжаться. За время более 3 лет было собрано на лечение 65 детей и оплачено 125 курсов лечения. Николь Джинджоли 4 года. Она уже 2 раза ездила в Израиль на собранные нашими гражданами деньги. У нее генетическое заболевание – муковисцидоз. Утром и вечером ингаляции по 40 минут, а также с едой принимает таблетки. Если прекратить лечение, девочка задохнется. У нас, к сожалению, этих специалистов нету по нашей болезни. У нас нету детского пульмонолога, чтобы встать на учет, чтобы каждый раз обследовать своего врача. Скоро в нашей стране откроется новый реабилитационный центр для детей с диагнозом детский церебральный паралич. Здание готово к эксплуатации. Это будет серьезным подспорьем, и не нужно будет выезжать за пределы Абхазии. Мы на пороге большого события в нашей республике. Открывается реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Мы уже провели несколько тренингов с международными организациями и международными реабилитологами из стран ближнего зарубежья, которые имеют опыт большой реабилитации таких детей. Для нас это новая, конечно, А у нас профессия. есть цифры, сколько у нас таких детей? Конечно. Я могу вам сказать, что по Абхазии у нас всего около 550 детей-инвалидов. Из них 190 с диагнозом ДЦП,
Конечно, многие из них не могут пройти реабилитацию, потому что это дорогостоящая процедура. В принципе, построить можно, все это будет выглядеть красиво, круто, а дальше? Что касается специалистов, квалифицированных врачей, мы их в принципе, приглашаем, уже мы собрали да, костяк сотрудников, которые там будут работать. То есть на сегодня, в принципе, штат мы можем перекрыть? Я могу сказать, что да, основной штат уже собран, а группа сотрудников выезжает в Ереван, в реабилитационный центр, где ознакомиться с работой этого центра. Некоторые детские заболевания вылечить невозможно. Это образ жизни. Для таких детей в нашей стране работает коррекционная школа. Хоть на вывеске и написано слово «вспомогательное», в современном обществе стали использовать «коррекционное». Директор Нана Таркил здесь работает 26 лет. Сама школа открылась в 1975-м. В этом году юбилей – 40 лет. На сегодняшний день в нашей школе обучается 121 ребенок. Из них 19 человек детей, это с особыми нарушениями, со сложными диагнозами, которые проходят индивидуальное обучение. В коррекционной школе работают педагоги, дефектологи, логопеды, психологи. По уставу школы в классе не должно быть более 10 учеников, поэтому здесь 2 смены. Директор рассказывает о том, что заботу государства они чувствовали всегда. Конечно, хотелось бы, чтобы вспомогательных школ не было и было меньше, но коль существует такая проблема, что есть такие дети, которые имеют нарушения в обучении, и у них есть трудности в обучении, конечно, эта школа необходима, поскольку контингент школы увеличивается. В коррекционной школе дети обучаются чтению, письму, несложной арифметике, а также они проходят предмет социальной адаптации. Но, к сожалению, после школы они в обществе не востребованы. Это швейное дело, это столярное дело, которое у нас поставлено хорошо. Дети наши шьют, дети наши делают. Но на сегодняшний день в связи с тем, что с такими технологиями, завышенные требования, да, к мастерам, которые работают сегодня по швейным мастерским и так далее, наши дети эту конкуренцию не выдерживают на рынке труда. Несмотря на то, что здесь обучаются особенные дети, жизнь внутри школы кипит. Этому свидетельствуют фотографии на стендах, актовый зал с музыкальной аппаратурой. А эти декорации сделали сами дети, своими руками. Скоро на школьной сцене будет показан спектакль «Дюймовочка», где актеры и актрисы – те же самые ученики коррекционной школы. А лопатку для мамалыги? Тоже можем сделать. Молодцы. А нравится? Да. А швабру, например? Сможем. В этом классе на уроке труда все эти ребята и их друзья под руководством педагога занимаются столярным делом. В то же время в другом классе девочки занимаются рукоделием. И все эти вот прекрасные вещи ученики сделали своими руками. Кабинет первоклассников. Урок внеклассного чтения. Сегодня сказка «Три медведя». Что тебе нравится, мама? Я люблю медведя. Вокруг столовой забегали детишки. 4 класс на обеде. Гигиена соблюдается. После того, как помыли руки, дружно принялись за вкусный, по их словам, суп и запеканку. На случай, если кому-нибудь из детей понадобится срочная медицинская помощь, при школе есть аптечка и постоянная медсестра. Всеми необходимыми лекарствами снабжает городское здравоохранение. А также в школе ведется круглосуточное наблюдение. Противопожарная система предусмотрена. Иногда для ребят проводят противопожарные учения. В случае необходимости, чтобы знали, как себя вести. Не рассказать о своих впечатлениях невозможно. В школе был произведен капитальный ремонт 2 года назад, будто бы вчера. Все так же свежо, чисто и ухожено. Но главная атмосфера внутри. Ни в одной массовой школе такого не встретишь, где педагоги и ученики слились в одной большой семье, где любовь и забота чувствуются повсюду. Тимур, но здесь его называют Тимохой, провожает нас до дверей, и мы уходим переполненные эмоциями. У этих детей есть проблемы со здоровьем, но от них исходит самая здоровая энергетика. Тимоха, покажи мне привет. Молодой семье надо помогать. И сейчас раздел, которым мы будем заниматься, это медико-социальные проблемы. Вот сейчас я собрала по регионам списки многодетных семей, особенно с очень низким достатком. И мы будем заниматься проблемами семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Кто туда входит? Это дети, это семьи многодетные с низким достатком, эти семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, это семьи, у которых ребенок с девиантным поведением.
Неполные семьи тоже входят в группу такой риска. И, конечно, этой проблемой занимается не только управление здравоохранения. Здесь комплексный подход должен быть. Рассчитывать на что-то мы можем, эти вопросы конечно. уже затронуты. Вот да? сейчас тоже, да, мы будем собираться и обговаривать эти вопросы с Министерством соцзащиты, органами МВД, прокуратуры. Ну, давайте поговорим о детской поликлинике, Сухумской детской поликлинике, где, в принципе, работа налажена достаточно хорошо. Какие у вас там острые проблемы внутри вашей поликлиники? Конечно, в Сухумской детской городской поликлинике укомплектованность почти полная, поэтому в этом плане мне здесь работать, конечно, проще. Работа поставлена так, чтобы ребенок после рождения проходил полный стандарт медобслуживания, который положен в каждой возрастной категории. Особое внимание мы сейчас уделяем детям до года. Стараюсь сделать так, чтобы ни один ребенок из родильного дома не уходил без эхосонографии. То, что касается лабораторного обследования, кроме общего анализа крови и мочи, сейчас по последним стандартам нужно обязательно смотреть глюкозу крови. Ада Фиратовна, получается, у сухумских детей более или менее они находятся под охраной Конечно, нашей вопрос поликлиники. резонный, А могут ли с районных детей вы принимаете? Я планирую выделить один день в неделю для приема только детей из района, чтобы не было толчи и очереди, чтобы и эти дети тоже прошли, хотя бы дети годовалые прошли стандарт обследования. Я хочу еще, чтобы раз в месяц был так называемый инвалидский день. Немножко он некрасиво звучит, но чтобы было понятно населению. А в последний где-то четверг месяца сделать день приема инвалидов тоже со всех регионов. Что такое мечта? Мечта – это о чем мечтают люди. Я не знаю. У тебя нет мечты? Есть. А какая? Не знаю просто. Я мечтала бы о кукле с платьем. Чтобы мама с папой были красивые. У меня мечта, чтобы мои сестры, братья, мама, папа, бабушка, все, чтобы никогда не болели. А что такое здоровье? Здоровье – это когда, дети здоровы. Кем ты хочешь быть? Ты уже думала? Я хочу быть королевой. Потому что можно просто сидеть, всем говорить, они что-то несут, покупают. Большие мальчики иногда начинают быть героями. А если ты будешь президентом? Я буду править всей страной Абхазии. Почему ты хочешь быть милиционером? Арестовывать плохих. Пожарным быть. А почему пожарным? Спасать людей. Хочу стать военным. Чтобы я был строителем. Ты хочешь быть милиционером и строителем одновременно? А доктор? Что ты хотел бы иметь? Я хотел бы иметь только кофту долгую. Много-много игрушек. Игрушек? Илзауфу Макенджи? Я смогу. Я смогу тоже. Я смогу, я первый сказала. Я тоже. Я тоже. Нет, я. От кого бы ты приняла куклу? От него или от него? От него. Чтобы всегда были все здоровы, и чтобы всегда никто не болел. Надеюсь, что люди, которые нас смотрят, все-таки поймут и правильно сделают выводы, что имидж врача – это очень хрупкая штука. Все-таки давайте с ней обращаться как-то более или менее корректно, да, потому что все это взаимосвязано. Главное, что вы пришли. Если бы вы не пришли, слухов было бы еще больше и разъяснили нам. Конечно, я всегда на своих планерках со встреч с районными докторами говорю, что надо сделать так, чтобы педиатр участковый стал другом семьи, чтобы какая-то ситуация, когда возникает в семье, он мог поднять трубку и позвонить своему доктору. Это очень важно. Спасибо. Спасибо, что пришли. Очень приятно.
Эта проблема детского здравоохранения стоит очень остро, очень. Посмотри, что люди пишут в соцсетях. Ты понимаешь, люди тоже, что пишут в соцсетях, это о том, что это вот как сарафанное радио, сказала Мазал. Почему в Минздраве нет ни одного заявления? Вот по факту уже можно было бы привлечь?